Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мы остановились на котике. У нас пропала куда-то наша Френ. Не знаю, что-то с ней случилось, она растворилась как будто бы. Будем это сейчас выяснять. Да, это колготки Френ. Угу. Платишь. О, деревце. Ох, что это за уродливое дерево? Я расцарапаю тебя. Котик, котик, перестань, о чем ты говоришь? Френ, моя дорогая, это ты? Не может быть. Наша Френ превратилась в дерево. Что такое, мой дорогой? Конечно же, это я. Кто же еще? Френ, ты дерево. Не глупи, помоги мне встать. Она даже не знает, что она дерево. Секунду, где мои руки? Почему я не могу пошевелиться? Я говорю тебе, дорогая, ты превратилась в дерево. Что, ну как? Ох, мой дорогой, это конец. Это все большой монстр, я знаю, он не даст нам вернуться домой. Надеюсь, он не вернется, он очень страшный. Он всегда возвращается. Кажется, я его помню еще с той ночи, когда мама и папа погибли. Котик, я не хочу говорить об этом, хочу вернуться домой. Но ты дерево, мой друг, дерево. Я не смогу донести тебя до дома. Кроме того, я не уверен, где мы находимся. Я умру, котик, скажи мне. Прошу, не говори так, Френ, не оставляй меня. Но я чувствую себя такой слабой. Опа. Хомка игниме хаула. Кольке игрунма. Пазгу хаулани. Игни джокли ванти. Ай, осторожнее, сэр, почему вы нападаете? Вы можете сказать, где я, сэр? Хаула, Кольки, хаула. Прекратите, я вас расцарапаю. Хаула, рунма, игни. Что они говорят? Ох, котик, почему это с нами происходит? Прекратите нападать, у меня нет дурных намерений. Котик, помоги мне, найди мою сумочку. Может, я смогу что-то сделать. Посмотрим, что я смогу сделать, Френ. Прекрати нападать на моего друга, морковка. Старый, сидящий в лодке овощ. Что это? Ой, я возьму этот камень, он блестящий. Что-то нам не дает перейти. Может сделать. Так, бери. Я достал сумочку только потому, что я лучший. Ой. Аунам Нина Хаука, Рума Паскин Отау. Куда вы меня забираете, сыр овощ? Они хотят помочь тебе, Френ, я чувствую. Кирунма Эпо. Не бойся, мой друг. Котик, останови их, пожалуйста, не оставляй меня. Я буду рядом. Галомпма, галомпма. Куда-то мы улетели. Глава 3. Вегетативное состояние.
Итмен баул мену каист бех. Зиарнин хаула оану. Ишмау иптен горска эмитах у фриол. Горска зиар о. Интересно, какой это язык. Приветствую, существо. Меня зовут Жьяр. Ты говоришь по-человечьи? Боже мой, да, говорю, наконец-то. Мой хороший друг Райт рассказал, что ты показала ему рисунок с 4 людьми и котом. Полагаю, ты одна из них, маленькая девочка. Прошу, прости моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Помогите мне, прошу, я девочка. Хо-хо-хо, нет нужды говорить, дитя. Плод все мне покажет. Ипте монакаист экто бро, экто проте. А я... Посмотрим. Ты хорошая, без сомнений, искатель правды. Частое явление в семейном древе Боу. Ага, тебя зовут Френ, девочка со страстью к жизни. Я вижу большую любовь к существу, стоящему рядом с тобой. Кот, защитник врат, интересно. Вы можете видеть все это в плоде? Тише. Я вижу что-то еще, плод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме одного. Что вы имеете в виду под «кроме одного»? Вы про монстра? Ты не должна быть здесь, Френ. Это все, что я могу тебе сказать, мое дитя. Я понимаю, вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя, это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть способ. Скажите мне, я умерла? Умерла? Что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Быть деревом ненормально, должно быть, я умерла. Смерть – ничто иное, как отсутствие любви. Если ты не любишь, ты умираешь, даже если тело продолжает ходить. Если я не мертва, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот, подойди ближе, дай посмотреть на тебя. Как тебя зовут? Меня зовут мистер Полночь. Красивое имя. Как думаешь, Френ должна вернуться домой? Думаю, да, сэр. Верните нас домой, умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Ха-ха-ха, вы забавные. Да, я король. Король Иверсты. Какая честь, ваше высочество. Мне нравятся ваши листья, они красивые. Король, сэр, пожалуйста, вы поможете. Почему ты хочешь вернуться домой? Плот повидал мне твою историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетя, она защитит меня. Я хочу, чтобы обо мне кто-то заботился. Я сбита с толку, я хочу туда, где буду чувствовать себя как дома, сэр. Понимаю, ты очень храбрая. Я просто хочу домой, прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать, но я помогу тебе. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой. Твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом позже. Сперва ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр, было бы здорово. Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Только великий волшебник может. Но мы поговорим о нем после процедуры. Сначала ты должна понять наш язык. Но как я смогу понять ваш язык? Съешь этот фрукт. Фу. Твои уши и язык будут понимать, но не глаза, ты не сможешь читать. Не беспокойтесь, я всегда могу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю, человеческая леди? Да, понимаю, вы такой добрый, это удивительно. Ты понял, котик? Нет, я не понял. Требую 1 фрукт для себя, кота, ваше высочество. Тебе нужен фрукт, мистер... Тебе не нужен фрукт, мистер Полночь. Наш остров полон ароматов и звуков. Скоро ты взглянешь на все, как на свой мир, никаких сомнений. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стала деревом? Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Ну, зависит от высоты, а что? Отведи ее наверх, немедленно.
Фу, ой, куда вы меня несете? Что вы собираетесь со мной делать? Достать тебе пару рук и ног, все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Френ, я люблю тебя. Такое противное тело. О, кто это? Добрый день, меня зовут Палон Трас, и я твой доктор. У тебя экстренный случай? Ого, удивительно, какая большая пушистая штука. Прошу прощения. Ой, простите, просто я никогда не видела подобного вам. Я все еще пытаюсь понять, что это реально. Меня зовут Френ, я человеческая девочка. Король прислал меня за руками и ногами, чтобы я смогла отправиться домой. Человек? Думаю, мы сможем достать тебе пару ног и рук. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова очутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Меня, я чудовище, полетели. Что происходит вообще? Вот мы и здесь. Ух ты, это место такое красивое, спокойное. Хотела бы я остаться здесь. Спасибо, это мой дом, здесь я был рожден. Дух великого Валака создал его. Здесь самая чистая вода во Вселенной. Ничего себе, звучит здорово. Кто такой великий Валака? Ты не слышала о 5 реальностях? Он король первой реальности. Давным-давно он воевал с тьмой и пал. Он пал так сильно, его сердце было разбито, он был один. Он прибыл в Виверсту, и его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая. Это длинная история. Ого, звучит грандиозно. То есть я не знала о других реальностях. Но как ты здесь оказалась? Что привело тебя в Виверсту? Мой котик, мистер Полночь, и я возвращались домой. Я была так рада его снова увидеть и обнять, но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост, он хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Но, сэр, доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да, иногда наши желания так сильны, что сбываются. Ты сделал это, чтобы остаться в живых. Твое человеческое тело было уничтожено. Но ты хотела остаться собой, хотела сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Я впервые вижу, чтобы человек использовал дерево в качестве кокона. Но тебе опасно здесь находиться, это делает вашу землю уязвимой. Я сама это сделала, ого, но... Полунтрас, сэр, как? Я не поняла, что сделала что-то. Ты не поняла, что сделала? Ясно, что ж... Прибыв в Иверсту, ты открыла дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, нежданные существа могут попасть сюда. Если это произойдет, баланс будет отравлен. Есть только один, кто хотел бы отравить вторую реальность. Монстр, жуткая чернота. Это плачет. Я не могу смотреть, как это происходит вновь. Просто не могу. Не грустите, доктор. Я сожалею о том, что сделала. Я не хотела. Ах, маленькая девочка, ты такая милая. Тебе не о чем сожалеть. Ты особенная, но давай сосредоточимся на твоих руках и ногах, хорошо? Да, доктор. Воин солнца, дух воды, дай Френ ее руки и ноги. Как ты себя чувствуешь, Френ из Иверсты? Я чувствую себя прекрасным деревом, у меня есть листья. Рад, что тебе нравится. Я говорил, что мы это исправим. Это волшебная вода, она может починить все, что угодно. Что угодно? Думаете, она сможет починить моих мамочку и папочку? О чем ты? Починить? Что с ними не так? Ничего, доктор, большое спасибо за помощь. Был лучший доктор, что у меня был пушистый и красивый. У меня был другой доктор по имени Диран, но он был просто злым стариком.
стариком? Думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам? А теперь пойдем, я отнесу тебя на станцию. Вот и мы. Покажи королю Жьяру, каким гражданином Иверсты ты стала. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было бы прекрасно. Скоро увидимся. До свидания. А тут ничего нет. Ладно. Пушистый котик. Я уже забыла, как его озвучивала. Пушистый котик. Ах, тебе нравится? Ха-ха. Вот и я. Френ, дорогая, у тебя листья на голове, ты красивая. Позволь взглянуть на тебя, каким гражданином Иверсты ты стала. Спасибо, сэр, доктор. Спасибо, сэр, доктор потрясающе. Он творит волшебство с помощью воды. Но он грустил. Он рассказал мне много вещей, но я не совсем поняла. Не волнуйся, Полонтрас будет в порядке, я знаю причины. Нам нужно уладить кое-какие проблемы, но тебе не о чем беспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как тебе вернуться домой, хорошо? Да, пожалуйста, вы говорили что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вернуть тебе человеческое тело, и у него есть камни, чтобы открыть двери, которые приведет тебя домой. Где волшебник? Какие камни? Эта земля полна непонятных вещей. Ты еще не вышла из замка, а уже хочешь все знать. Вот страсть, о которой я говорил. Имей терпение, Френ. Великий волшебник живет внутри великой горы Котран, но мы его не видели уже некоторое время. Найди его, и все будет хорошо. Почему вы сами не пытались найти великого волшебника? Не было необходимости, все логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать или варить зелье, мы можем это делать сами. Более важная задача волшебника — защищать камни, открывающие дверь. Понятно, выходит, камни — это ключи, и где эта гора, вы сказали? Тебе придется поспрашивать, следуй за указателями. Мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хорошего тебе дня в Иверсте и удачи в поисках великого волшебника. Ты видел большое существо, котик? Это Полонтрас, он починил меня. Да, он очень пушистый, чуть не забыл. Вот твоя сумочка. Спасибо, котик. Ты видел мои таблетки? Нет, может, они на другой стороне озера, рядом с твоей одеждой. Что ж, в любом случае у нас есть другие дела. Нам нужно найти волшебника. Да, король также говорил что-то о горе. Да, гора Котрем, великий волшебник живет там. Пойдем. У нас теперь рука деревянная. Ох, эти цветы огромные. Интересно, они вкусные? Смотрите, что котик делает. На вкус как мед. Трон короля. Интересно, удобно ли он? Интересно, почему короли всегда сидят? Вот она истина, чтобы быть королем, нужно сидеть. Они выглядят такими вкусными, но я не буду их сейчас есть. Я хочу быть голодной и съесть свой ужин, когда вернусь домой. Я знаю, тетя Грейс приготовит ужин, когда я вернусь. Ты сказала, что нам нужно найти гору Котрем и великого волшебника. Все, там была где... Что такое? Ой, я обожаю бумажные вертушки. Эти огромные. Интересно, зачем они им? Может, они нужны ветру, чтобы показать, насколько он силен? Ох, я вижу много облаков. Это летающие лодки? Ну как? Может, мне померещилось или нет? Розовые цветы, вы умеете говорить? Видимо, нет. Кто там летает? Ох, я вижу много облаков. Это было.
То же самое говорит. Нет, вы не можете войти, закрыто. Простите, я просто хотела узнать, что за этим проходом. Библиотека, конечно же, но она закрыта. Возвращайся зимой или осенью, тогда она будет открыта. Эй, ты! Эй, ты что, говорящее дерево? Что я отвел? Полонтрасу. Да, это я. Полонтрас дал мне руки и ноги. Да, и голову. Это очень хорошо. Хе-хе, да, но почему библиотека закрыта, сэр? Все логично, когда солнце вращается вокруг второй луны и версты, мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и осенью. О, получается, вы ничего не изучаете весной и летом? Конечно, изучаем, мы учимся постоянно. Сейчас я узнал, что ты любишь задавать много вопросов. Мне любопытно, вот и все. Здесь, в Иверсте, все выглядит по-другому. Видимо, ты не из этих мест. Что ж, надеюсь скоро тебя увидеть. Да, спасибо, сэр, пока. Ты не можешь, что ли, все равно пропустить? А что он тогда так делает? Жест. Так много бумажных вертушек, они мне нравятся. Или я это уже читала? По-моему, пчелки. Ну ладно. В принципе, не так важно это читать. Ничего себе, немного страшно, но красиво. Такое чувство, будто я могу летать. Хотела бы я привезти сюда маму и папу, им бы понравилось. Потому что... флаг сильно развивается. Привет тебе. Ух ты. Ох, ничего себе, я ничего не понимаю. Это символ дерева, но мне интересно, что он значит. Я всегда могу спросить. Здравствуйте, сэр. Вы охранник? Да. Понятно. Вы знаете, где находится гора Котрем? Да. Вы можете сказать, где это? Да. Скажите, прошу. Гора Котрем находится в зимнем времени. В зимнем времени? О чем вы? Конечно, в зимнем времени. А ты что подумала? Но я не могу ждать до зимы. Ох, ее не надо ждать. Туда нужно отправиться. Отправиться? Ну как? Ох, извини, я не умею объяснять. Иди вниз по лестнице прямо. Найдешь часовщика, он объяснит. Кажется, он пытался мне объяснить. Хорошо, спасибо, сэр. Так, куда пойдем? Интересно, что это за камни? Любопытно, написано здесь Иверста. Должно быть это так. Гора, дерево и немного воды. Должно быть это лес. Это путь к замку и библиотеке. О, кажется, это путь к рынку. Да, может, сначала. Очень странные часы. Где цифры? На них есть символы и цвета, но они не показывают время. Полагаю, время в Иверсте работает по-другому. Ох, судя по звуку, что-то сломалось. Может, я делаю что-то не так, но это, как это работает? Корзина, она пуста. Я не могу ее просто взять, она не моя. Ладно. Привет. Добрый день, живое существо. Все хорошо? Да, я в порядке. Что вы делаете? Я нюхаю этот цветок. Прекрасное творение.
Вы кого-то ждете? Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? На мой взгляд, они немного кислые, но лимонад вкусный. Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда кое-что еще, чтобы улететь. Улететь? Ух ты, я бы попробовала, звучит здорово. Да, вот почему я жду, я не могу их торопить. Эй, бар открывается осенью, будет выступать потрясающий танцор. Ты должна прийти и потусоваться. Может, и приду, звучит весело, спасибо, пока. Я узнаю это дерево, у тети Грейс есть такое дома. Это лимонное дерево, они очень изящные. Дерево тети Грейс сильно загрустило зимой. Спящее дерево, спокойной ночи. О, интересно, что это? Похоже на тропическое место для вечеринок. Должно быть, здесь написано что-то важное. Он указывает на гору, должно быть, это гора Котрем. Здесь ничего нет, кроме цветов и деревьев. Так, ладно. Вверх. Вершина горы находится высоко, потому что это вершина. Интересно, как звучит говорящая гора. Наверное, она будет звучать очень громко, как землетрясение. Что-то нету ничего вроде. О, ничего себе! Что вы такое? Вы выглядите как фея из моих книг. Чистейший из существ, свет всей материи, мы валаки. Ах, вы сияете и делаете меня счастливой, такой счастливой. Смотри, создание. Один из молодых валака получает маску. Омбак ма пиамилгро, омбаграх. А я думаю, это призраки. Воин солнца в создании из почвы, фрукт из семечка. Будь свободен, и пусть Вселенная осветит тебя правдой. А, куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь к жизни. Да пребудет с тобой свобода, мой друг. Сэр или мисс, вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство, ты сама полна волшебства. Но я хочу узнать, странно, мне кажется, что вы знаете все на свете. Мы свет, мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей, почему монстры охотятся за мной. Правда придет к тем, кто ищет, твой путь к истине бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду, и сильна, чтобы отпустить ее. Но, дорогая, не грусти, нам нужно идти дальше. Да, котик, ты прав, маленький серотонин. Ух ты. Что это? Для чего это? Пока непонятно. Ух ты, какой огромный валака, хоть и не настоящий. Интересно, для чего они его используют? У него 4 руки. Может, у великого валака 4 руки? Непонятно, что делать. Я бы хотела одолжить эту лодку.
принципе, тут больше ничего такого. Ой. Так, оттуда мы вроде пришли. Да. Опа. Привет. А, кто здесь? Кто? Я Френ, вы меня видите? Теперь я вижу у тебя 4 глаза. Ух ты. 4 глаза? У меня не... Что вы продаете? Самый лучший пламбас со всей земли. Хочешь их понюхать? Конечно, очень... они похожи на кокосы. Это какашки, мисс. Какашки, которые я собираю, это не кокосы. Какашки? Как в туалете? Ничего себе, я думала, какашки есть плохо. Плохо? Почему? Они вкусные, здесь их любят, они помогают расти и сиять. Хе-хе, мне нужно идти, удачи с пламбасами, пока. Ой, какой крошечный магазин, пахнет довольно забавно. Привет, я Френ, что вы делаете? Добрый день, я Прутер, я кую этот кусок железа. Для чего? Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. Понятно, вы делаете любую работу по металлу? Конечно, если у тебя есть идеи, мы можем их обговорить, и тук-тук, я это сделаю. Это хорошо, спасибо, сэр. Пора работать, если тебе не нужны... Бла-бла. Пора работать, если тебе нужны мои услуги, ты знаешь, где меня найти. Хорошо, ткани и нитки, чтобы делать вещи. И пуговицы. Хороший день для ткани и ниток к вашим услугам. В ящике много тканей, но я уверена, что они не шьют из нее одежду. Они все голые, но красивые, так что это ничего. Ничего такого. Здравствуйте, что вы делаете? Работаю над своими часами. Понятно, сэр. Вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, мисс, я делаю часы, чиню часы, слушаю часы, тик-так. А вы знаете, где находится гора Котрем? Гора Котрем существует в зимнее время, иначе это обычная гора. Я не могу ждать до зимы. Король сказал, что волшебник будет в горе Котрем. Тебе не нужно ждать зимы, это абсурд, время это бесконечная слоистая реальность. Слоистая реальность звучит здорово, что мне тогда делать? Иди большим часам, поменяй время года, просто поменяй его. Где находятся эти часы? Ну, мы, в принципе, поняли, там надо что-то сделать. Иди к замку, но когда увидишь по лестнице, поверни налево. Ты найдешь большие часы на дереве. Удачи. Я уже видела эти часы, они были сломаны. Сломанные часы – это безобразие, бедные часы. Вы должны мне помочь, прошу, почините их, мне нужно домой. Я никогда не чиню часы за просто так, иначе моя жизнь пропадет зря. О чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы, время золота, знаешь ли. У меня нет с собой монеты. Тогда часы никогда не будут починены. Прошу, сэр, сделайте в качестве одолжения, мне нужно домой. Тогда я не могу тебе помочь, принеси мне золотую монету, и я ничего не починю. Ясно, спасибо. Посмотрим, смогу ли я достать для вас золото. Пока. Здравствуйте, леди. Что нового? Добрый день. Желаешь почитать газету? Я не могу читать на иверст. Как называется язык иверсты? Ты не знаешь? Он называется иверский. Ты турист? Хи-хи, да, я турист. Меня зовут Френ. Никогда не видела туриста, и тем более не видела Френ. Добро пожаловать в Иверсту. Надеюсь, тебе будет весело. Большое спасибо, мне пора идти. Пока. Для перевозки тяжелых вещей. Скамейка, чтобы в старости сидеть и кормить птиц. Или если ты просто устал, но я не устала, потому что я очень молода. Здравствуйте, мисс, у вас замечательные фрукты.
Спасибо, дорогая. Хочешь мне немного? Нет, у меня миссия вернуться домой. Хочу быть голодной, когда окажусь там. Ты из какой части Иверсты? Ты живешь за пределами острова? Нет, я вообще не из Иверсты, я человек. Человек? Что-то новенькое. Что ж, надеюсь, ты выполнишь свою миссию. Спасибо, мисс, передам. До встречи. Передам? Что передашь? У леди жука очень большие дыни, выглядит очень сочным. Свежие сочные ананасы. Крошки, корешки вас собираются съесть. Из-за апельсинов у меня головная боль. Привет, крошка Корень, ты очень милый. Спасибо, ты тоже милая. Хе-хе, я Френ, а ты? Нет, я не Френ, я Зельма. Я хочу петь весь деньской. Хе-хе, какая твоя любимая песня? Моя любимая песня звучит так. 1 и 1 будет 2, 1 и 2 будет 3, 2 и 3 будет 5, и 3 и 5 будет 8. Дальше я не помню. Я выучила это в школе, это весело. Звучит математически. Мне нужно идти. Кстати, у тебя красивые фрукты, увидимся. Вкусные фрукты и овощи. Они все выглядят вкусно и великолепно. Возможно, тетя Грейс сварит суп, когда я вернусь домой. Лодка готова отчаливать. Вверх и далее. Юху! Ау, здесь кто-нибудь есть? Видимо, нет. Может, мы сможем спрятаться там, если монстр вернется. Только бы он никогда не вернулся. Много дерева. Когда-нибудь оно станет лодкой. Похоже на паука с кучей ног, ползущего по моей спине. Тьфу. Они убили своих этих, что ли? Должно быть, это необычные лодки с особыми способностями. Хотела бы я улететь на такой дом домой. Но, наверное, не смогу. У меня нет суперсилы. Добрый день, сэр. Добрый день, маленькое существо. Я видела летающие лодки, сэр. Как они работают? Они словно плавают по воде, но вместо воды воздух. Все просто. Я могу одолжить одну из ваших лодок, чтобы улететь? Я хочу домой. Домой? Понимаю, но, к сожалению, лодки только для инверсианцев. Понятно. Что ж, спасибо, сэр. Хорошо вам провести время. Привет. Дискриминация какая-то. Добрый день, дитя. Что вы делаете? Война вот-вот начнется, и я не вижу смысла бессмысленным. Что вы имеете в виду? Присоединяйся, дитя, я дам тебе золотую монету, если ты выживешь. Присоединиться? В чем? Игра вот-вот начнется, ты играешь за Камал, а я за Вала. Белые и черные, свет и тьма. Это настольная игра, сэр? Да, настольная игра. Погрузимся в это приключение. Ты против меня? Я дам тебе монету, если выиграешь. Что скажешь? Да, конечно. Какие здесь правила? Разместишь 3 фигуры по диагонали, горизонтали или вертикали и выиграешь. Используй механизм, чтобы узнать, кто начинает. Играешь? Конечно, похоже на крестики Нольги, которые мы играем в школе. Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота, я очень стар и живу очень долго. Я просто хочу весело провести время. Понимаю, что ж, сыграем. Так. Что-то не получилось.
блин, он выиграл. Ура! А чё, я же уже выиграла. Или можем все время так играть? А, блин. Очень хорошее. Очень хорошо, маленькое существо. Ты мастер. Так, у нас теперь есть монетка, и мы можем починить часы. Вот, сэр, ваша золотая монета. Что это? Я не чинил ни одной из твоих часов. Я думала, вам нужна монета, чтобы исправить часы. Да, но сначала ты должна предложить мне работу, хорошо? Будь вежливой. Сэр, часовщик, хотели бы вы починить мои часы? Взамен на этот кусок золота и во имя времени я умоляю вас принять мое предложение. Конечно, это было восхитительное предложение о работе, очень страстно. Отлично, пойдемте к большим часам и починим их. Ты была права, часы сломаны. Вы ведь можете их починить? Конечно, секунду. Да, ох, вот. Что такое? Похоже, эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею в виду, что их сломали. Это аморально ломать беззащитные часы. Зачем их кому-то ломать? Камалы, зима, гора Котрин, камни, много причин вниз. Ох, о чем вы говорите, я не понимаю. Камалы, злая тьма, они работают на Ремора, жуткую черноту. Только камалы могут здесь находиться, единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет. Ремор хочет получить камни, но я не понимаю, для какой цели эти камни не имеют смысла в его королевстве. А камни в зимнее времени... Ремор — это огромный черный монстр. Ой. Ремор — это огромный черный монстр в маске козла, мертвого козла. Да, ты его знаешь? Да, думаю, из-за него я попала сюда. Понимаете, я человек. О, человек. Теперь я понимаю. Мне тоже нужны камни. Они мой способ попасть домой. Надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться к горе Котрем. Да, именно. Я должна поговорить с великим волшебником и одолжить камни. Что ж, я все починил. Я дам тебе кое-что для удобства. Вот. Это пульт управления часов. Ты можешь отправиться во все 4 времени года, просто повернув его. Это только прототип, он может не сработать, если будешь далеко. И запомни, время — это бесконечная слоистая реальность, будь осторожен. Я буду осторожна, большое спасибо, вы очень милый часовщик. Прошу, зови меня Когвинт. Хорошо, мистер Когвинт. Кстати, я Фрэн, скоро увидимся, пока. Так, нам надо на гору.
Мне незачем карабкаться на эту лестницу. А где? А. Ух. Ой, вы великий волшебник, сэр. Извините, сэр, я Френ, и мне нужна ваша помощь. Это Каракотром? Простите, вы можете говорить? У тебя слишком много вопросов, это хорошо. Ой, простите, сэр, король сказал, что вы мне поможете. Король говорит, мы исполняем. Я хочу отложить у вас камни, чтобы открыть дверь в мой мир. Камни пропали. Я не помню, где они. Каждый раз, как они ищут, я прячусь. А когда я прячусь, я забываю. Их нельзя найти. Ох, понятно, но может я смогу вам помочь их найти? Я просто хочу узнать ответ на главный вопрос. Откуда появляется кролик? Я видел, как это делал человек. Кролик появлялся из пустой шляпы. Как? Это величайший вопрос у всех. Потому что если ничего не существует, тогда ничто существует. Но если ничто существует, тогда нет никакого ничего. И мне снова любопытно, как. Сэр, почему бы вам не спросить того, кто это сделал? У меня посетитель. Добрый день. Что привело тебя к великому волшебнику? То есть ко мне, к твоему сведению. Добрый день, сэр. Я пришла за камнями. Король прислал меня. Камни? Давным-давно кто-то уже приходил и спрашивал о них. Я сотворил самое фантастическое заклинание из всех, чтобы никто не смог их найти. Знаешь, черные тени Камала, они постоянно пытаются их украсть. Поэтому я должен был удостовериться. Ну, сэр, мне нужны камни. Это место не мой дом. Камни прячутся. Я помню только 4 загадки, связанные с камнями. 4 загадки, которые восстановят мою потерянную память. Только ответив правильно на все 4 загадки, я смогу сказать, где найти 5 предметов. И эти предметы являются камнями в своих слоях реальности. Затем единственный, кто сможет их вернуть, это я. Ох, много информации, сэр. Позволь мне показать тебе. Это звезда Иверста. Иверсты, Омкадеи, величайший путеводитель неба, величайший страж этой земли. И что я должна делать, сэр? Где загадки? Я дам тебе 4 загадки, написанные на языке всего. Ответом всегда будет один предмет. Размести предметы на звезде Иверсты на соответствующие символы. И после этого я скажу тебе, где камни. Большое спасибо, сэр волшебник. Сэр волшебник, король сказал мне, что вы сможете сделать меня человеком. Он так сказал? Думаю, он прав, хотя я едва помню, как это сделать. Вы не помните, но я не могу отправиться домой как дерево. Вы не помните, но я не могу отправиться домой как дерево. Я понимаю, но сейчас я не могу помочь, нужно восстановить мои знания. Ну, попробуем сделать тебя человеком после того, как ты найдешь первый камень. Ах, это было бы потрясающе. Да, потрясающе и здорово. Просто попробуй разгадать загадки, и я думаю, все будет хорошо. Сэр, мне нужно сделать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком. Как мне кажется, запах очень важен, если я правильно помню. Так, принеси мне свою одежду, и мы посмотрим, как это делается. Вы можете мне снова объяснить загадки? Я забыла, что делать. Просто размести правильные ответы на верных местах звезды Иверсты. Когда завершишь, мы продолжим. А сейчас меня ждет кролиководство. Счеты сделаны, чтобы решать математические задачи. Но что делать, если нужно посчитать больше 100? Наверное, нужно иметь несколько счет. Какой милый кролик, любопытно, шил ли его волшебник? Он хорошо справился. Я попробую сшить своего, когда вернусь домой. Полагаю, вещи для колдовства, которые не используются. Да. Я не совсем понимаю этот эксперимент. Пахнет кипяченым молоком. Должно быть, это действительно что-то сложное. Великий волшебник здесь что-то готовит. Любопытно, что, возможно, просто суп.
Хорошо пахнет, как черника. Великий Не понимаю, но я в другой реальности, так что это нормально? Я не могу тратить время, пытаясь понять те вещи, которые могу. Я должна узнать больше о своем собственном красивом мире. Интересно, что в этих бутылках? Возможно, шоколадный соус или молоко? Или что-то другое, например, яд. Никогда не узнаешь. Я не понимаю, но узнаю некоторые символы. Плюс-минус, умножение и другие. Должно быть, это связано с математикой? Две большие пустые бутылки. Вот что это. Ах, уголь. Раньше я рисовала углем на подъездной дорожке. Он также используется для зажигания. Это 4 наверняка. Это похоже на 1. А это должно быть 2. Все очень логично. Должно быть 3, конечно же. Чьи? Это ее руки. Здравствуй, мистер Вешалка. На вас нет одежды. Пожалуй, в Уилверсе любят ходить голыми. Я тоже голая, но это ничего, я не мерзну. Это много отмёрок или чего-нибудь еще? Возможно, волшебник одержим палочками. Это похоже на равно. 1 равно 1. Там же ребенок какой-то еще считал считалочку. Я вижу лицо. Котик, ты видел это? Видел? Да, моя дорогая, я видел. Что это было? Я думаю, это были тени. Ой, я не хочу их снова видеть. Снова? Да, котик, они были повсюду в клинике. Я хочу домой. Скоро мы отправимся домой, дорогая. Котик, можешь мне кое-что пообещать, чтобы не случилось? Мы будем всегда на одной стороне. Конечно, моя дорогая, я обещаю. Отлично, тогда нам нужно идти дальше. Вершина горы находится высоко, потому что это вершина. Интересно, как звучит говорящая гора? Наверное, она будет звучать очень громко, как землетрясение. А, может, мы вроде читали. Тут лицо что-то. Так. Итак, я должна ответить на загадки и разместить свой ответ на правильном символе звезды. Да, я смогу, ответы могут быть ближе, чем я представляю. Холодна обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча. Это мой способ вернуться домой, поэтому я должна их найти. Холодна обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча. Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю, лишь кислую улыбку и вызываю. Хладная дождь, плыви, плыви, танцуя сквозь поток воды. Легкий пустотелый для птиц свободу я несу, а людям письма я пишу. Ну, одно я поняла, там, кажется, был лимон. Сэр, я могу взять один из ваших лимонов? Прости, милая, ресурсы ограничены, я не могу тебе их дать. Я забираю все лимоны, что может унести корзина, все лимоны с дерева. Эх. Я узнаю это дерево. У тети Грейс есть такое. А, это я вроде читала. И что делать? Смотри-ка ты. Добрый день, юная леди. Покажи свой билет, пожалуйста. Здравствуйте, сэр. У меня нет билета. Где его достать? Что? У всех граждан Уилверса есть билет. Почему у тебя нет?
Я не гражданин, сэр, может, поэтому. Не гражданин, что-то новенькое. Извини, но я не могу тебя впустить. Хорошо, сэр, я понимаю. Но что мне делать? Я очень хочу зайти. Я не знаю, такого не случалось раньше. Похоже, придется искать другой способ попасть внутрь. Спасибо, пока. Может, как-то отсюда, что ли? Пока непонятно. О, Господи. Паландрас, сэр. Подождите, не уходите. Ох, нет, он выглядел очень плохо, котик. Разве он не доктор? Может, он вылечит себя? Надеюсь, он был так плох, что он потерял перо. Что же произошло? Ох, перо Паландраса. Надеюсь, он скоро поправится. О, смотри, котик, залезай в лодку, поедем покатаемся. Пойдем покатаемся. Ой. Вау. Ладно, еще раз. Ничего себе, крошечный остров. Интересно, сможет ли тут кто-то жить? Наверное, только крошечные существа, почти невидимые. Надо одежду взять точно. Френ, мы были здесь прежде. Я починил мост, чтобы достать твою сумочку. Ух ты, котик, ты очень умен. Надеюсь, мы найдем мои вещи. Котик, я не могу найти таблетки. Может, таблеток здесь нет, может, ты их потеряла. Что ж, в любом случае они не приносили никакой пользы. Возможно, они еще найдутся. Пойдем. Да, я нашла тебя, моя дорогая одежда. Иди к своему владельцу. Сейчас мы не сможем выпрямиться. О, это должно быть замок. Отсюда выглядит как ананас. Интересно, на вкус он такой же? О, удочка. О, удочка, кажется, она сломана. Подойди ближе, Френ, у меня есть то, что ты хочешь, то, что ты ищешь. Мамочка, это ты, мамочка? Любимая дочь, подойди, позволь прикоснуться к тебе. Мамочка, мне страшно. Тебе нечего бояться. Подойди ближе, Френ, я хочу поцеловать тебя. Но ты не можешь быть моей мамочкой. Нет, она мертва. Подойди ближе сейчас же, иначе большой монстр придет за тобой. Нет, ты не моя мамочка, оставь меня в покое. Дорогая, большой монстр придет за тобой, он придет и заберет тебя. Придет и заберет тебя. Мамочка, ты пугаешь меня. Мама, прекрати, прошу. Ужас какой-то. Что это было? Так, что у нас было в загадке? Холодна обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча. Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю, лишь кислую улыбку вызываю. Хладная ночь, плыви, плыви, танцуя сквозь поток воды. Охладная дочь. Легкий пустотелый, для птиц свободу я несу, а людям письма напишу.
А, это вот перо. Хладная дочь, плыви, плыви, танцуя сквозь поток воды. Вот это не понимаю, что это. Вот это вот лимон. А это логия, которого вот этого чувака. Если... Если... Сэр, смотрите, я нашла удочку, но она сломана. Вы поможете? Давай посмотрим, где крюк. Ты видела крюк? Что? Вы в точности повторили то, что мне сказали в клинике. Правда? Кто? В какой клинике? В клинике Освальда, сэр. Медсестра, когда я сломала штору. Понятия не имею, о чем ты. Ты весьма странная. Так, забудем об этом. Вы сможете сделать мне крюк для удочки? Да, давай. Если дашь мне одну монету, я дам тебе половину крюка. Если дашь мне 2 монеты, получишь рабочий крюк. Мне не нужно половина крюка, мне нужен целый. Все вместе будет стоить 3 монеты. 1 монета за полкрюка, за 2 рабочих. Договорились? Ох, сэр, вы очень сложно. Я принесу вам монеты. Пока. Опять с этим играть чуваку. О, крошечные фигурки, черные и белые. Снова здравствуй. Хочешь сыграть еще раз? Да, пожалуйста, было весело. Так, мы получили золотые 3 монеты. Вот ваши 3 монеты, сэр. Замечательно, спасибо. Вот твой крюк. Надеюсь, он работает. Спасибо, сэр. Он изумительный. Мне пора идти пока. Ой. Нужно чем-то привязать. А, вот нитки же есть. Так. Здравствуйте, мисс. Хотелось бы узнать, есть ли у вас нить или леска? Леска, нить? О, да, есть. Тебе нужно? Ага, да, пожалуйста. Сколько? Их довольно много, это хорошо. Я имела в виду цену, мисс. Мне нужно столько, сколько нужно для лески. Ох, я забыла про цену, понимаешь, я никогда ничего не продавала. Знаешь что, забирай просто так. Надеюсь, она тебя порадует. Ух ты, спасибо. Надеюсь, вы установите цены и что-то продадите. Пока. Я сделала это великолепно. Я назову тебя Рыбный Икс Тягач. Рабочая удочка, она называется Рыбный Икс Тягач. Легкие, пустотелые. Для птиц свободу я несу, людям письма я пишу. Так, правильно. Положение. Правильно. Так, сюда. Билет. Вот же у меня билет. Это не подходит? Я не могу это показать, текст на нем.
О, мы же не читали, кстати. Много лиц выглядит любопытно. Я охотился за правдой, но открыл нечто другое и обнаружил то, что мои чувства не в силах показать. Я нашел истину, которая молча таилась в неизвестности. Леон Кастильо, 11 000. 11 июля 1908 года. Меня зовут Леон. Сейчас мне 92 года. Я живу один в маленьком доме вдали от города. Стоит признаться, я никогда не любил драгоценности, дома или одежду. С самого детства я разговаривал с животными, растениями и насекомыми, и хотя я не получал ответа, я никогда не отступал. Если вы это читаете, возможно, вы ищете ответы и видите то, что не видят другие, или можете почувствовать то, что и другие избегают. Вы можете прислушаться к тишине. Мистер Леон старый, он кажется грустным. Посмотрим, что он написал. 17 декабря 1875 года. Я не могу остановить это, не могу контролировать. Я повсюду вижу черные тени. Кровь, послания, крики, боль. Я не могу понять, почему это происходит со мной. Черные тени, я тоже их вижу. Они повсюду. Плачу от того, что больно. В моей голове камень мудрости в моей голове. 19 декабря 1875 года. У меня было видение, я все еще вдыхаю страх и веду борьбу со своим собственным разумом. Одна из теней спустилась с небес, и я подумал, что это ангел. Его звали Ремор, принц тьмы из пятой реальности. Он говорил со мной, игрался и показывал мне всякие ужасы. Он сказал мне, что я ключ к его существованию. Плачь от того, что больно? Да, жутко. Монстры других людей делают больными. Камень мудрости в моей голове. 13 января 1876 года. Я вижу себя повсюду, другого себя, говорящего ложь, рассказывающего о всей боли и страданиях в своей жизни. Другой я хочу, чтобы я совершил самоубийство. Он улыбается, когда произносит эти слова. «Убей себя». И я пытался, загипнотизированный его словами, но всегда было что-то, что спасало меня. Должно быть, это любовь к жизни. Хотя мне нравятся мои рисунки. Ах, это хорошо. Должно быть, это любовь к жизни. Бедный мистер Леон. 15 января 1876 года. Я повстречался с тенью. Впервые она заговорила со мной. Камалы. Их раса называется камалы. Они выискивают слабость и боль. Я спросил тень об одержимости человеческими телами, и она ответила. Мы рождаемся и кормимся от страха и неконтролируемой болезни человеческого разума. Для них мы невидимы, но наше существование охватывает каждую живую клетку тела до самого конца. После этого начался дождь, и тень покинула меня, оставив за собой масляной след. Полагаю, вода может их очистить. Тьфу, эти существа. Интересно, почему люди их не видят? Они существуют и делают людей больными. Может, дело в этом, осознать их существование и избавиться от них. 16 января 1876 года. Увидев, как камала реагирует на воду, я решил провести небольшой эксперимент. Прошлой ночью я обнаружил нечто удивительное. Получается, что камала превращается в новый вид существ, когда подвергается воздействию воды. На метаморфозы было больно смотреть. После ужасных криков Камала успокоился и начал плакать на земле. Казалось, будто боль исчезла. Спустя несколько минут передо мной возникло яркое мирное существо. Хе-хе, они тают, как злые ведьмы в сказках. Ах, мирные существа. Если бы я выглядела, как они, я бы отправилась пугать плохих людей. Казалось, будто яркое существо могло читать мои мысли. Я благодарю вас за то, что вы разбудили меня. Я страдал, я должен отправиться туда, где мне есть место. Иверста ждет. Всем валакам следует отправляться сюда после пробуждения. Пойдемте со мной, если хотите увидеть свет. У вас есть ключ, он сказал. Я не ответил. Спустя некоторое время он исчез. Могло читать мысли, немного страшно. По-моему, мы всегда боимся вещей, которых не понимаем. Особенно, если они кажутся хорошими. 2 февраля 1876 года. Я перечитывал свои записи, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Я вспомнил Ремора из пятой реальности. Если существует пятая реальность, должно быть, по крайней мере, есть еще 4. Я подумал, что Иверста может быть не городом в этом мире, а самой реальностью. Хотел бы я, чтобы все ответы пришли ко мне. Я глубоко сожалею, что не принял приглашение Валака.
С тех пор, как я увидел Валка, эта схема постоянно вертится в моей голове, как и одно предложение. Время — это ритм вашего восприятия. Я не понимаю этот рисунок, хотя выглядит интересно. Может, он показывает, как выглядит время? 13 марта 1876 года. Меня навестил мой сын Брайан. Я рассказал ему про то, что я видел, но он не захотел слушать и ушел. Я его не виню. Я понимаю, что моя реальность невидима для большинства людей. Хотел бы я найти друга, похожего на меня, потому что мой сын, он думает, что я безумен. Одиноко без семьи, да? Вам стоит завести кота, мистер Леон. Мой сын думает, что я безумен. Ха, ты не безумен, я же вижу. 25 июля 1876 года. Мое тело и разум начинают понимать закономерность. Жизнь становится довольно легко контролировать, когда вы исключаете все социальные законы и будете применять лишь законы нашей реальности, ведь они являются не только законами, но и манерами поведения, химическими манерами поведения, законами природы. Без этих манер поведения, без этих законов мы бы не существовали. Порой мне хочется быть листочком на земле, спокойным, покуда приближается смерть. Ой, бывает, спрашивает. Мне нужно подучить химию, чтобы понять, что он имеет в виду. Это может оказаться интересным, понять, как мы устроены и все такое. Ой, он кажется грустным, это печально. 11 ноября 1876 года. Прошлой ночью после урагана огромный зверь посетил мой сад на несколько секунд, а потом исчез. Я нашел странную бутылку с розовой жидкостью на том самом месте, где приземлился зверь. Я не могу в полной мере понять содержимое бутылки. Я обнаружил красные кровяные тельца и нераспознанные бактерии. Кажется, бактерии избавляют любое живое существо от негативного воздействия. Я полил небольшое количество розовой жидкости на умирающее растение, и оно расцвело через несколько минут. Я порезал палец, чтобы проверить жидкость на человеческих тканях, и порез затянулся через пару секунд. Эти бактерии могут действовать в качестве тромбоцитов или лейкоцитов, но с очень высокой скоростью. Ой, что это может быть за существо? Ах, таинственная розовая жидкость. Хи-хи, рада, что растение поправилось и расцвело. Мне снились тысячи черных котов. 22 ноября 1876 года. Окружающий мой дом. Большие желтые глаза, смотрящие в мой сон. Существа, населяющие Иверсту, разнообразные, от корней до гигантских насекомых. Корни были первыми в этой реальности. Насекомые прибыли позже. Я выучил их язык и числительные. Ух ты, мне нравятся эти картинки. Много котят и красок. Ах, Иверст, кажется, будто из книги дует свежий ветерок. Похоже, кто-то вырвал несколько страниц. О, это буквы? Они смешно звучат. Ах, мне нравится маска. По-моему, они называют ее щитом. Это очень много. Великий Валак является началом первой реальности. Праймив свет. Щит Валак. Строение тела Валака довольно разнится с нашим. Они состоят из фотонов и звуковых волн. Также они одновременно мужского и женского пола. Когда детеныши достигают, их коронуют щитом. Жьяр. Создание великих Валак. Король Иверсты. Второй реальности жизни. 13 февраля 1877 года. Во время пребывания в Иверсте ты становишься тем, кем бы ты не мог стать на земле. И здесь листья поют, падая с дерева, вода шепчет свою мудрость, когда ты ее пьешь. Ах, красивые существа, они мне нравятся. Мне нравятся деревья, кристаллы и трава. Мудрость в воде. Пандора. Создание 5 реальностей неотъемлемого существования находится в человеческом мире. В третьей реальности. Земля, Марс и Юпитер. Сознание. Практика воли. Сенерседи. Конец колебаний, когда оба конца противоположностей одинаковы. Они находятся в третьей и четвертых реальностей. Смерть. Земля — это моя планета. Сенсерди. Смерть. Мабука. Конец света. Как много голов, видимо, это существо много думает. Кровь повсюду. Конец света. 23 марта 1877 года. Мать Мабука отпускает меня. Я провел 15 дней здесь, в логове Мабуки, и я устал. Мне больше не нужно прятаться от боли, ведь она является частью меня. Кажется, будто любовь везде и во всем.
Мне нравится плакать, мне нравится смеяться, мне нравится быть живым. Если темные вещи из тьмы такие темные, как они друг друга, что? Может, им нравится темнота, потому что они такие уродливые, и они настолько уродливы, что предпочитают не видеть друг друга. Запись без даты. Я готовлюсь вернуться домой. Мабука отправила меня в бесконечные пределы логова Мабуки. Я жду Люцифернов. Я должен подружиться с ними, точнее стать одним из них. Люциферны собираются в нити, вот почему они выглядят так, будто отращивают волосы. А большое лицо служит средством общения и отпугивает хищников. Надеюсь, мое тело выдержит путешествие. Должно быть, там сидит мистер Леон. Это те сияющие насекомые? А где гребень? 2 октября 1878 года. Гравитация собирает частицы, чтобы создать новые. Это сила созидания, а с созиданием эволюция неизбежна. Что это? Рисунок слева похож на антенну. Ох нет, кто-то вырвал остаток книги. Я никогда не узнаю, что произошло с мистером Леоном. Все, почитали. Это спичечный коробок. О, этот цветок красивый и отличается от остальных. Ой, у него есть шипы, что ж, это смело. Красный цветочек, горячая любовь. Корзина кажется в хорошем состоянии, хорошо. Если бы это было не так, она бы не смогла нести. В любом случае я не могу взять корзину, она не моя. Хочешь, подождем вместе? Не могу, я должна вернуться домой. Домой? Ты дома, мой друг. Вселенная и есть твой дом. Очень хорошая мысль. Фу, что за запах? Ого-го, мои газы, чтобы отогнать тьму, понимаешь? Хотя странно, я не вижу никакой тьмы. Ну и дела, ха-ха, что ж, мне нужно идти, пока. Газета Иверсты, как красиво. Похоже, у них только хорошие новости. Красивые картинки. Мне нравится малыш Семечка. Стой, где стоишь? У тебя есть пароль? Нет, какой пароль? Пароль от библиотеки, конечно же, он нужен, чтобы войти. Я не знала, что нужен пароль. Конечно, нужен пароль. Один волшебник может тебе помочь. Хорошо, тогда буду искать пароль. Пока. Опять волшебник. Вы можете мне снова объяснить загадки? Я забыла, что делать. Надо про пароль спросить. Я вижу человеческий череп. Я здесь не единственный человек. Может, этот человек так и не нашел дороги домой? Я в большой беде. Попробуем так сделать. Котик, я кое-что хочу сделать. Веди себя естественно.
Да, теперь корзина не унесет все лимоны. Ура! Так. Мгм. Лимон у нас где? Вот лимон. Вот же какие. О, наконец-то. Все. Чего я раньше не заметила этих рыб? Так, что там было? Холодна обычно я, но лишь используешь меня, я оставлю. Очень печально. Спичка. Вот крошечная спичка, надеюсь, ответ правильный. Хладная дочь, плыви, плыви, танцуй сквозь поток воды. Это рыба. Все, в принципе. Ну и мертвая рыба. Бедная рыба. Я чую победу, я чую вкусный запах победы. Поздравляю. Спасибо, сэр, я готова. Давайте вернем камни. И да, начнем с огня. Отрым пробудился, Отрым жив, но на самой вершине горы он будет ждать тебя. У него мой колпак, мой любимый колпак волшебника, принеси его. А, ваш колпак? Хи-хи, да, камни прячутся в моих волшебных вещах. Вот почему я ничего не помню, ха-ха. Но теперь я вспоминаю, иди к вершине, найди Котрыма. А потом возвращайся, и мы займемся остальными вещами. Хорошо, сэр, я принесу ваш колпак. Я же говорила, что это лицо. Кто осмелился разбудить меня? Кто? Ну и ну, вы живой, простите за беспокойство, сэр, я Френ. Френ? Ясно. Не знаю, что это значит. Я тоже не знаю, что это значит. Это мое имя. Ладно, мое имя Котрым. Хочешь знать почему? Конечно, расскажите мне. Котрым значит рожденный в небесах. Я был звездой и родился в космосе. Все логично. Ого, никогда не встречала звезду. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно, Френ. Итак, что тебя привело? Великий волшебник велел принести колпак, если вы не против. Я не могу его отдать, я разведен. Что значит разведен? Мне нужен колпак, сэр, это очень важно. Не могу, если я дам тебе колпак, земля пострадает. Тебе придется найти другой способ попасть домой. Король сказал, что другого способа нет, прошу, помогите мне. Я сказал, не могу, меня бросила жена, она прикрывала мою вершину. Если я сниму колпак, моя раскаленная лава всех убьет, включая тебя. Где сейчас ваша жена? Может, я смогу ее вернуть? Она решила, что ей пришло время завести свой собственный остров. Так что она порвала со мной. У меня не было шанса спросить, почему. Я так скучаю по ней. Значит, у нее собственный остров? Вы знаете, где она? Думаю, она на воде, иначе я бы чувствовал ее присутствие. Но я не чувствую. Моя любовь, моя жена. Я пойду поищу ее, ладно, а затем вы отдадите мне колпак. Только если она вернется, иначе ты знаешь, что произойдет. Разве вы не можете положить на голову что-то другое, сэр? Например, камень или что-то еще? Нет, мне нравится этот колпак. Хорошо, я скоро вернусь. Как же он усложняет
персонажа. Ой, ёлки-палки. Я знаю, ты одинока. Позволь мне быть твоей мамочкой, дай покормить тебя. Будь на моей стороне, и у тебя появится много друзей для игр. Я не хочу... Я не хочу, чтобы ты была моей мамой. Ты страшная, ты мне не нравишься. Френ, с кем ты говоришь? Там стоит женщина. Ни с кем, котик. Так. Ау, мисс, проснитесь, у меня для вас сообщение. Да, здравствуй, вестник, добрый день. Да, мисс, я вестник любви. Любви? Ох, ну ты не розовая. Розовая? Нет, я коричнево-зеленый вестник любви. Вестник любви, хочешь что-то поведать мне? Да, конечно, я здесь во имя любви, чтобы вернуть вас к своему мужу. Нет, он меня обидел, никто не имеет права меня обижать. Я понимаю, но что он вам сделал? Он был так горяч, и за это я его полюбила. Теперь же он стал холоден и скучен. Я была брошена и много плакала. Он выращивал красивый красный цветок, чтобы показать свою любовь. Но в этом году ничего не выросло, и знаешь что? Я одна его защищала и просто хотела немного признательности, вот и все. Ну, мисс, если я найду цветок, вы вернетесь? Наверное, но у меня не осталось надежды, теперь у меня свой остров. Посмотрим, смогу ли я найти красный цветок. Вы знаете, где он растет? Всегда у основания этим он отличается от других цветов. Основание чего, мисс? У основания моего мужа, конечно же, принеси его, и я вернусь. Мисс, я нашла его, смотрите, красный цветок. Спасибо тебе, он такой красивый, ты действительно вестник любви. Спасибо, мисс, вы должны вернуться к мужу, он очень по вам скучает. Увидимся там, в зимнее время. Смешно. Бежим. Бежим. Хи-хи, очень приятно видеть вас вместе. Теперь я бы хотела получить колпак. Огромное тебе спасибо, никогда не забуду, что ты сделала для нас. Давай, дорогая, забирайся наверх. Вот и колпак, еще раз спасибо. Здорово, спасибо, сэр. Нужно отдать колпак великому волшебнику. Пока. Вот ваш колпак, сэр. Мой колпак, я чувствую, как знания пронизывают мое тело, я счастлив. Замечательно, сэр. Что дальше? Подарок от почвы, фрукт. Создание случайно выбранных элементов, чтобы мы могли есть. Прекрасно, да? Хе-хе, да, это потрясающе. Да, фрукт говорит со мной, он говорит книга. Моя книга знаний, она в библиотеке, но знай, книга может прятаться так, что ты должна быть настойчивой и терпеливой. Хорошо, сэр, тогда я пойду в библиотеку. Подожди, тебе потребуется пароль, чтобы зайти внутрь. Дай-ка подумать. Думай, там должно быть что-то про то, как мы учим, или... Ага, я вспомнил. Пароль следующий. Вашими чувствами легко манипулировать, отключите их перед обучением. Ох, я постараюсь это запомнить. Что это значит? Это значит, что мы часто позволяем манипулировать нашим разумом. Мы всегда должны следовать здравому смыслу. Никто и никогда не должен вам указывать и думать, и во что верить. Будьте голодны к знаниям, вы будете постоянно эволюционировать.
Это сделает вас свободными, и вы будете дорожить каждой секундой своей жизни. Как по мне, учиться и думать очень весело, и любознательность в этом помогает. Я пойду в библиотеку и найду вашу книгу. Так, отправляемся в библиотеку. Ты помнишь, Фрэн, ты убийца. Ты маленькая психопатка. Такие девочки должны быть наказаны. Делай, как я говорю, делай, как я, Фрэн. Прыгай. Я не хотела их убивать, я не хотела. Ах, моя милая, не слушай этих злых созданий, ты сильная. Гони их своей головы, моя дорогая. Я сумасшедшая, котик, скажи мне. Нет, дорогая, ты должна быть сильной, не позволяй морочить себе голову. Мой котик, я чувствую себя разбитой, в груди болит. Моя дорогая, я с тобой, не плачь, я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю, нам нужно идти дальше, пойдем в библиотеку. Стой, где стоишь, у тебя есть пароль? Да, есть. Да? Хорошо, какой пароль? Дайте-ка вспомнить слова, что-то вроде «Ваши глаза и уши ограничены цензурой, закройте их перед обучением». Хорошо, что это значит? Только тогда мы сможем увидеть, как этот город, он был невидим для меня. Знания повсюду, даже в тишине и тьме. Проходи, развлекайся. Ура! Здравствуйте, сэр, что вы делаете? Ищу свою особенную книгу. Простите, что спрашиваю, почему вы стоите на лестнице, у вас есть крылья? Потому что лестница сделана, чтобы ею пользовались. А что, если она мне нужна? Тогда тебе следует подождать своей очереди. А если это срочно, я не могу столько ждать, тогда следовало прийти пораньше, извини меня, пожалуйста. Извини, мне нужно искать. Привет. Привет, почему ты не читаешь? Потому что мне нужно найти особенную книгу. Ах, особые книги очень хороши. Та, что я читаю, тоже очень особенная. Здорово, что ж, продолжу искать свою собственную книгу. Привет, что ты читаешь? Книгу с множеством букв, порой некоторые буквы кажутся страшными. Может, стоит почитать что-то с кучей картинок? В следующий раз, дорогуша. А теперь, если ты не против, извините, простите. Ой, господи, это что? Это вычислительные, что ли? О, грандиозно, должно быть это цифры и версты. Такие есть 1, 2, 3, 4 и так далее. Мне только нужно их запомнить. Я вижу так много книг. Не думаю, что книга великого волшебника на этих полках. Великого. Волшебник сказал, что книга может прятаться. Я вижу так много книг. Так, это 1. Тут 2 однерки. Что это за число? Там что было? 1 и 1 будет 2. 1 и 2 3. 3, 4, 5. 3 и 5 будет 8. 3 и 5 будет 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Должно быть, это книга волшебника. Я не могу дотянуться, как типично. Мне нужна лестница. Сэр, мне очень нужна эта лестница. Мне тоже. Я читаю книгу о том, как ужинают кролики. Хочешь посмотреть? Да, конечно. Белые кролики, они собираются обедать. Похоже, они веселятся. Надеюсь, это так. 2 кролика, затем 3 кролика, а потом 5. Белые кролики, они собираются... белые. Это была подсказка, походу. Ух ты, какая красивая книга. Да, теперь я хочу продолжить читать, пожалуйста. Ой, конечно. Точно. Должно быть, это книга волшебника. Так, запись-ка. Выглядит интересно, хотя я не могу прочесть текст. Я узнаю 4 времени года и этих существ. Я узнаю 4 времени года и этих существ. Кажется, великий волшебник любит рисовать. Ах, как жаль, что я не понимаю. Вот это что такое? Может, здесь говорится, что смотреть на деревья полезно? Что это? Никогда не видела беременного скелета. Похоже, у малыша будет большая голова. Люди с большими головами славные, прям как я. Что это? Это похоже на своего рода цикл. Интересно, что это значит? Может, года? Мне нравится думать, что существует 5 меня. Может, это так? Это похоже на своего рода цикл. Монстр. Кажется, люди его любят. Почему они любят этого злобного монстра? Может, они боятся? Фу, страх заставляет нас делать такие глупости. Сэр, вот ваша книга, она была в музыкальной шкатулке, я видела куклу. И замок Итварда звучит весело, спасибо за книгу. Она позволила мне вспомнить много чего, много вещей. Что теперь? На звезде осталось 2 предмета. Рыба в воде. Рыба, плыви свободно, возвращайся, рыбка, возвращайся домой. Ух ты, сэр, вы разбудили рыбу? Да, потому что я вспомнил, как это делается, разве это не прекрасно? Волшебно, можете сделать это с другими существами, например, с людьми? Конечно, но только при благоприятном сочетании обстоятельств, но обстоятельства чаще всего неблагоприятные. Я понимаю, сэр. Итак, нам нужно найти оставшиеся камни, да? Рыба сказала мне, что мои туфли на ногах у удивительного танцора. Ты знаешь, где может быть этот танцор? Я не имею понятия. Думаю, я знаю. Пойду посмотрю. Могу ли я одолжить ваш билет? Мой билет только мой, я не могу его одолжить. Тогда сами идите в бар, возьмите туфли танцора. Ох, я не могу, я занимаюсь кролиководством, я довольно близок к ответу. Кроме того, я знаю, ты справишься, ты уже справлялась с трудными задачами. Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать. Пока. За дровами была дыра, великолепно. Ну же, котик, иди внутрь и помни, мне нужен билет, чтобы зайти. Так, может, ты возьмешь чей-то? Но я не хочу украсть. Просто одолжи его, котик, мы отдадим его позже, хорошо?
Хорошо. Я вижу билет, но не могу взять его сейчас. Его использую. Ох, это жутко, гигантские блохи. Нет, спасибо. Зрители ждут представления. Эта божья коровка самая крошечная из всех, что я здесь видел. Мотылек, раньше я их ел, но в этот раз не буду. Танцор. Это бармен, он работает. Лицо на стене. Видимо, это билет, я должен взять его, да. У меня есть билет, он у меня. Ты потрясающий котик, я тебя так люблю. Теперь мы зайдем внутрь. Смотрите, сэр, ко мне пришел билет. Что? Дай посмотреть. Не может быть, просто не может. Я уже впустил кого-то с этим билетом. Ты полнота, юная леди. Как вы можете знать, что это чужой билет? Символы верные, видишь? Посмотри на почерк. Он принадлежит тому, кто намного старше тебя, я вижу это. Ладно, у меня и есть шанс попасть внутрь, то есть это возможно, когда у тебя появится собственный билет, юная леди, пожалуйста. Все-таки надо вот этот билет сделать. Может, это сработает, прежде срабатывало. Билет прям плюс котик могут прийти на вечеринку. Смотрите, сэр, мой собственный билет. Вижу, но ты нарисовала его. Да, думаю, это правильно. Раз меня не позвали, я пригласила себя сама. Очень умно, юная леди, что ж, я могу тебя впустить, наслаждайся шоу. Спасибо, сэр. Здравствуйте, мисс. Вам весело? Ты не видела мой билет? Кажется, мне нужно идти. Вот ваш билет, не спросите, что взяла его. Я хотела вернуть. Боже, ты очень добра. Большое тебе спасибо. Здравствуйте, мистер танцор. Мне нужны ваши туфли. Зачем это? Эти туфли принадлежат танцору. Я танцовщица, они нужны, чтобы танцевать с волшебником. Ой, прости, что ты сказала? Мне нужны ваши туфли. Нужно что? Немного лимонада, кажется, ты напряжена. Нет, сэр, я не хочу лимонад. Откуда у вас эти туфли? Выпей немного лимонада, хоть утолишь свою жажду. Сэр, позвольте объяснить, мне нужны туфли, они нужны волшебнику. Это невозможно, я не могу тебе отдать свои туфли. Ты сможешь их получить, только сняв с меня, но, как видишь, я в них стою, так что это невозможно. Но если вы поднимете ноги, я смогу их взять. Невозможно только в тот день, когда обе мои ноги окажутся в воздухе. Только тогда можно забрать мои туфли, иначе я буду стоять вечно. Понятно, что ж, спасибо, пока. Здравствуйте, сэр, мне нужны ваши туфли. Почему вы мне не отвечаете? Прошу. Кажется, он очень сосредоточен. Тьфу.
Зарыжу. Блин. О, маска Валок. Это выглядит очень старой. Никогда не видела такого огромного мотылька. Мне нравятся его крылья. Они выглядят как уютный свитер. Он такой волосатый, должно быть ему хорошо зимой. Ох, леди пьет лимонад одна. Может, она кого-то ждет, а может и нет. В любом случае, надеюсь, она в порядке. Привет. Привет, ты пришла, как хорошо. Привет, ты пришла, как хорошо. Наслаждаешься в шоу? Да, очень. Мне нужны туфли танцоры, а я не знаю, как их получить. Ага, хочешь танцевать? Он хороший танцор, никогда не видел, чтобы он падал. Получается, он лучший танцор в мире? В мире? Я бы сказала, во всей вселенной. Он всегда следует ритму. Понятно, спасибо. Мне нужно идти пока. Следует ритму. Здравствуйте, сэр. Здравствуй. Пока. Здравствуйте. Здравствуй, как ты? Хорошо, вы случаем не знаете мистера Антонио, величайшего? Знаю, пару лет назад он был отличным трубачом, моя мама любила его музыку. Так он был настоящий, я видела его в человеческом мире, теперь он старый. Правда, ух ты, человеческий мир, ты знаешь. Постарев, мы путешествуем в другие реальности, чтобы увидеть, что мы упустили. Люди, вот почему он был там, в моей реальности, люди подобного не делают. Жаль, это весело, люблю письма от мамы, она о многом в них рассказывает. Хе-хе, звучит весело, что ж, я должна идти удачно провести время. Интересно, что это за насекомое? Должно быть, этот вид еще не открыли. Я не хочу с ним разговаривать. Похоже, он что-то себе представляет. Не буду ее беспокоить и спрашивать, что именно. Иногда нам нужен покой, чтобы что-то вообразить. Любопытно, есть ли такие насекомые в моем саду? Если я попаду домой, я сделаю домик для всех насекомых. Никогда не думала, что у них в самом деле есть жизнь. Больше никаких прибить насекомых, по крайней мере для меня. Любопытно и... Здравствуйте. Здравствуй. Хочешь автограф? Нет. Что трубач делает, сэр? Настраивает пианино. Ритм должен быть идеальным, чтобы мы могли начать шоу. Понятно, спасибо. О, у самоиграющей пианино внизу есть дверца. Любопытно. Опа. Синий, красный, желтый.
достала туфли, я такая умная. Давай отнесем их волшебнику. Сэр, туфли у меня, они очень красивые, смотрите. Ого, ты сделала это. У тебя действительно необычайный механизм в голове. Спасибо, сэр. Приступим к последнему, чтобы я смогла отправиться домой. Последний воздух. Я узнаю это перо, оно принадлежит Полундрасу. Да, я видела, что он очень пострадал. С ним все будет хорошо, у него есть розовая вода, она починит что угодно. Да, это правда. Что ж, будем делать... Да, это правда. Что ж, что будем делать с пером? Хе-хе, навести старую механическую куклу Валака, моя палочка должна быть там. Я должен закончить кролиководство, думаю, я почти нашел ответ. Хорошо, сэр, я принесу вашу палочку обратно. Так, что надо? Пропустила. Вот она. Я вижу палочку, посмотрим, как это работает. Это было последнее задание, пора домой. Вот ваша палочка, сэр-волшебник. Великолепно, восхитительно, ты сделала это. Правда? А где камни? Я могу их одолжить? Я не могу одолжить тебе камни, эти камни очень-очень особенные. Я могу разместить камни на дверные замки, но только ты можешь повернуть ключ и открыть дверь. Понимаю, король сказал, что покажет мне, где дверь. Тогда мы должны пойти поговорить с ним, как считаешь? Погоди, я более чем уверен, что ты не можешь вернуться домой как дерево. Ой, я почти забыла, вы правы, вы можете вернуть мне человеческое тело? Да, я могу, как же это здорово, я не делаю этого уже 100 лет. Давай сделаем человека, да? Дай мне свою одежду, мне нужно ее понюхать. Вот, сэр, моя одежда. Дай мне это понюхать. Вдыхает. Может сработать. Мы сделаем человека. Ух, это так волнительно. Хорошо, теперь встань посередине звезды и версты. И подумай о своем теле, своей голове, ноге и о другой ноге, о своей руке, о обоих руках. Теперь сосредоточься. Случайно выбранные элементы, найдите свой путь к истинной сути. Стань человеком, Фрэнк, сейчас. С тобой все в порядке? Ах, Туфуатов. Что произошло? Получилось? Ох, ничего себе, сэр, спасибо большое, вы в самом деле великий волшебник. Да, это мое имя, великий волшебник, потому что я такой великий. Думаю, теперь можно идти к королю, чтобы он показал мне дверь.
Да, я буду там. Мне нужно кое-что закончить. Я буду там. Теперь иди. Ой. Все хорошо. Я будто на небесах. Кто ты? Оставь мистера Полночь в покое. Твоя голова опять играет с тобой. Ты не видишь свое отражение? Я не ты. Нет, отпусти мистера Полночь сейчас же. Мы убиваем предателей. Он один из них, Френ, разве ты не видишь? Мой котик не предатель, он обещал быть на моей стороне, обещал. Как твои мамочка и папочка, они обещали о тебе заботиться. Очнись, Френ, ты окружена предателями. Оставь меня в покое, оставь в покое моего друга. Я единственная, кто у тебя есть, Френ. Я та, кто всегда на твоей стороне. Избавимся от этого предателя. Что скажешь? Будем счастливы. Давай будем очень-преочень счастливы вместе. Уходи, уходи, это была не я. Френ, что случилось? Почему ты плачешь? Я сошла с ума, сэр. Я сумасшедшая. Доктора были правы. Ну, ты не сумасшедшая. Мне очень жаль, что ты так думаешь. Ты должна быть счастлива. Ты нашла камни и снова стала человеком. Это в самом деле здорово. Моя милая, дай мне вытереть твои слезы. Я не хочу причинять тебе боль, но могу сделать это в любой момент. Ты этого не сделаешь, я знаю, потому что ты любишь меня. Да, котик, я люблю тебя очень сильно. Ой, я сейчас заплачу. Френ, помни, что я сказал тебе. Если ты любишь, ты жива. И это единственное, что важно. Ты всегда найдешь в себе силы бороться с монстрами внутри. А теперь давай откроем дверь, чтобы ты попала домой. Да, да, давайте сделаем это. И сейчас, наверное, что будет. Вот мы и здесь. Да, ну где дверь? Ах да, нужно сделать ее видимой. Но ты уверена, что хочешь вернуться? Я уверена, сэр. Хорошо, поехали. Человек должен уйти, открой тайную дверь в их реальность. Позволь человеку вернуться домой. Ух ты, мы отправляемся домой, котик. Хо-хо, король Жьяр, доброго вам дня. Я принес камни, чтобы это милое создание отправилось домой. Спасибо, сэр, я очень нервничаю. Будет странно быть вдали от вас всех. Тогда не уходи, я могу сделать тебе жилье волшебное. Волшебник, она должна уйти. Я получил послание от одного Валака. Она еще не готова. Ох, понимаю. О чем вы говорите? Готова к чему? Ну же, волшебник, размести камни, нельзя терять время. Но готова к чему? Ты помнишь, что Валака сказала тебе от столкновения с правдой? Ах да, кажется, помню. Ну, мне продолжить? Мне продолжать? Да, вперед, сэр, волшебник. Волшебные камни, сотворите замок, какой лишь человек открыть бы смог. Откройте замок, блин, замок. Что ж, настало время, Френ, стать ключом. Теперь ты единственная, кто сможет это открыть. Что-то такое чувство, как будто они пользуются мной, притворившись какими-то этими созданиями. Зрители очень все. Ух ты, хорошо, посмотрим. Все, я понял. Ай. Так, так.
чую победу. Снова. Ты сделала это, Френ. Можешь отправляться домой. Я так взволнована. Ох, хотела бы я оставить вам что-то на память. Мы тебя не забудем. Ты особенное создание. Ох, чуть не забыл. Палантрас передал тебе это. Спасибо. Скажите ему, мне жаль, что я не смогла помочь с ранами. Я отдала свои пластыри девочке в клинике, но в любом случае я передам, не беспокойся, ему уже лучше. Ох, перед тем, как ты уйдешь, ты должна знать. Прежде чем вернуться, ты пройдешь через тайный лес. Лес — это невидимый проход между нашими реальностями. Ты можешь встретить ужасных существ, которые захотят тебя съесть. Просто беги, они не очень расторопны. И вы говорите мне это только сейчас? Звучит очень страшно. Не беспокойся, ты справишься. И надеюсь, что ж, мистер Помощь, попрощайся. До свидания, господа, я прекрасно провел время. Вы мне очень нравитесь. До свидания. Опять пиу-пиу-пиу, пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Воу! Воу! Пиу-пиу-пиу. Да блин! Почему тут нет чекпоинтов? Уа! Да блин, да ладно. Вау, вау, вау. Ура! Глава 4, часть 1. Воображаемый друг. Фу. Боже мой, дверь открылась. Ого, интересно. Пойдем, мистер Полночь, давай выясним, где мы. Ох, Френ, побыстрее бы найти наш дом, я умираю с голоду. Мистер Полночь, смотри, по-моему, мы на другой стороне моста. Помнишь тот, который мы пытались перейти, прежде чем упали в Иверсту? Да, я помню. Здорово, пойдем дальше, котик, только нужно быть осторожнее. Ну, мы это сделали. Мы прошли главу 3. Все. Главу 4 мы пройдем уже в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Если вы дошли до этого конца видео, то вы очень большой молодец. Ну ладно, все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите предыдущие видео, если вы не смотрели. И все, всем пока.